информационная программа «Новости», в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первом саммите глав государств Центральная Азия-Китай, который состоялся в формате видеоконференции. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первом саммите глав государств Центральная Азия-Китай, который состоялся в формате видеоконференции. Саммит проходил под председательством председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина. Саммит был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китая. Участники саммита обменялись мнениями относительно текущего состояния отношений сотрудничества стран Центральной Азии и Китая и перспектив их дальнейшего развития в рамках формата Центральная Азия-Китай. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своего выступления дал высокую оценку достигнутым результатам за 3 последних десятилетия развития отношений Таджикистана и Китая и их вывода на уровень всестороннего стратегического партнерства. При этом глава государства к значительным итогам этого периода отнес формирование надлежащей договорно-правовой базы, непрерывный политический диалог в духе взаимного доверия, высокие показатели в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, в частности, реализации крупных инфраструктурных проектов. Лидер нации подчеркнул заинтересованность Таджикистана в продолжении созидательного политического диалога между двумя странами на высшем уровне и обогащении практическими мерами содержания различных аспектов стратегического партнерства сторон, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В этой связи в качестве приоритетных направлений были указаны торгово-экономические и инвестиционные сферы, особенно в секторах промышленности, энергетики, в том числе зеленой энергии, как ключевой базы зеленой экономики, транспорта и обеспечения беспрепятственных грузоперевозок, сельского хозяйства, а также цифровой экономики. Лидер нации в своем выступлении определил развитие отношений сотрудничества в упомянутых отраслях в формате Центральная Азия-Китай, в частности, принятие дополнительных мер в целях расширения взаимной торговли и роста объема товарооборота, а также обеспечения соответствующих условий для активного привлечения инвестиций для реализации взаимовыгодных региональных экономических проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в качестве областей, отвечающих интересам сторон. Важным было признано активное сотрудничество сторон в сфере изменения климата и устранения негативного влияния его последствий на экономику стран региона. Была подчеркнута важность согласованных действий в области здравоохранения, особенно в условиях пандемии, в целях продолжения взаимовыгодного сотрудничества по профилактике и контролю инфекционных заболеваний, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения. В ходе встречи стороны рассмотрели нынешнюю международную и региональную обстановку. В этом контексте глава Таджикистана с учетом сложной международной и региональной ситуации, а также наличия общих угроз и вызовов, подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области безопасности. В числе первостепенных задач были названы меры по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. В этой связи внимание участников было привлечено к сложной обстановке в Афганистане. Вновь была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в установлении мира и стабильности в этой стране. Поддержан призыв Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана. В завершении своего выступления лидер нации отметил, что Таджикистан придает большое значение продолжению взаимодействия между странами региона в многостороннем формате, особенно в рамках ООН, ШОС, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных и региональных организаций. В этом контексте была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества стран региона в формате Центральная Азия-Китай. По итогам саммита главы государств утвердили совместное заявление между странами Центральной Азии и Китая и дали поручение министрам иностранных дел относительно дальнейшей реализации предложений и начинаний, обсужденных в рамках саммита.
Таджикские студенты обучаются и проводят научно-исследовательские работы в медицинских учебных заведениях Российской Федерации. Так, Республиканский медицинский колледж заключил соглашение о сотрудничестве с Тобольским медицинским колледжем Тюменской области. Тему продолжит Шахло Бердиева. Республиканский медицинский колледж планомерно развивает международное сотрудничество. Так, между Республиканским медицинским колледжем в городе Душанбе и Тобольским медицинским колледжем Тюменской области Российской Федерации было заключено соглашение о международном сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательском работе. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась в формате видеоконференции. Согласно данному документу, таджикские студенты для продолжения учебы и проведения научно-исследовательских работ будут направляться из Республиканского медицинского колледжа в Тобольский медицинский колледж. Так будет налажен обмен опытом между преподавателями этих образовательных учреждений. На основе соглашения был утвержден план мероприятий, который охватывает конференции, семинары, практические занятия между медицинскими колледжами. В настоящее время в Тобольском медицинском колледже учатся 23 таджикских студента, которые осваивают различные медицинские специальности. После подписания соглашения о сотрудничестве количество студентов из Таджикистана в этом российском колледже заметно увеличится. Следует отметить, что новое здание Республиканского медицинского колледжа было сдано в эксплуатацию 1 сентября 2020 года. Здание состоит из 6 этажей и построено по современному дизайну и с учетом всех требований архитектуры и градостроительства. В новом здании колледжа разместились 28 кафедр, 146 аудиторий и 8 больших лекционных залов, оснащенных современным оборудованием и технологией. В настоящее время в Республиканском медицинском колледже учатся более 9 тысяч студентов по 11 специальностям. Это лечебное дело, акушерство, сестринское дело, косметология, стоматология, фармацевтика и другие специальности. Кроме того, в колледже действует несколько учебных, медицинских и производственных центров. Праздник сада – гуманность, любовь к природе и почитание даров родной земли. Таджикский народ обладает древней историей и культурой, начиная из глубины веков до наших дней, уважает национальные традиции и ценности и прилагает усилия для их возрождения, обогащения и широкого распространения в обществе. Среди возродившихся традиций особое место занимает праздники Навруз, Тиргон, Мехргон и Сада. Подробности об этом в следующем сюжете. Сада – предвестник Навруза. В городах и районах страны ежегодно с особым размахом отмечают этот красивый праздник. Сада, Навруз и Мехргон являются триединым феноменом и фиксируют принципиально важные этапы человеческой деятельности, в том числе трудовой, на протяжении всего года. Сада возвещает о том, что зима отступила, наступает весна и приближается Навруз. Философская суть этого праздника означает победу света над тьмой, тепла над холодом и добра над злом. Абуль-Касим Фердавси в своем бессмертном «Шахнаме» пишет о величии этой древней традиции и признает ее высшим образцом обычаев наших предков. Писатели последующих веков восславляли эту добрую традицию, унаследованную от наших предков, и внесли свой весомый вклад в упрочение этого национального праздника. Сада наступает за 50 дней и ночей до Навруза, и как наврузовская весть оповещает земледельцев о приближении весны и начале пахотных и других полевых работ. По существу Сада является праздником земледельцев и призывает дихканина готовиться к сезонным работам, напутствует тружеников на сплоченный труд во имя большого урожая на полях и садах. Земледелец с добрыми намерениями готовится к весне и в соответствии с обычаями предков разбрасывает по земле пепел костров, зажигаемых в честь праздника Сада. В эти дни дихкани запасаются качественными семенами, готовят сельскохозяйственное оборудование к весеннему севу, очищают арыки и водостоки, строят планы посевной кампании по созданию садов и виноградников, осуществление других весенних работ. Это очень хорошее время для очищения старых садов и выращивания саженцев для новых садов. Одной из традиций праздника Сада, которая зародилась в последние годы, это организация выставок и ярмарок саженцев плодовых и декоративных деревьев. Наши дихкани и садоводы должны плодотворно использовать эти дни, предлагать жителям саженцы лучших урожайных сортов и высококачественные семена.
и тем самым вносить свой весомый вклад в продовольственную безопасность страны, развитие сельскохозяйственной сферы и благоустройство нашей Родины. Также, пользуясь каждым благоприятным днем, жители должны заняться очищением и благоустройством своих домов и дворов, мест проживания, расширить созидательные работы, украшать улицы и дороги, города и селения навстречу великого национального праздника Навруза. Стремлением к созданию вокруг своего жилья чистоты и благоприятных условий уже стала традицией для каждого гражданина Таджикистана. Следует особо отметить, что праздники Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон, по словам ученых, являются важнейшей составляющей таджикского менталитета. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.